Құрметті көрермендер, бүгін 2018 жылғы 7 мамыр. Бірер минуттан кейін Қазақстан Республикасының отан қорғаушы күні мемлекеттік мерекесіне арналған жауынгерлік парад басталады. Орталық мінбе алдында қарулы күштердің, ұлттық ұланның, мемлекеттік күзет қызметінің, аумақтық қорғаныс әскерлерінің арнайы операциялар күштерінің толық әзірліктегі парадтық есеп топтары сап түзеген. Бастапқы аудандардағы бекініс шептерінде жауынгерлік техникалар қуаттылығы мен мүмкіндіктерін паш ету үшін ұрысқа әзір жағдайға келтірілген. 3000-нан астам әскери қызметші, 300-ден астам жауынгерлік техника, сонымен қатар 30 жауынгерлік ұшақ, тікұшақтар мен ұшқышсыз ұшу аппараттары жауынгерлік парадқа қатысу үшін сақадай сай тұр. Сегодня, 7 мая 2018 года, состоится боевой парад, посвященный государственному празднику Республики Казахстан, Дню защитника Отечества. Перед главной трибуной в полной готовности выстроены парадные расчеты сил специальных операций вооруженных сил, Национальной гвардии, службы государственной охраны и войск территориальной обороны. В исходных районах заняла позиции боевая техника, в готовности продемонстрировать свои возможности. Более 3000 военнослужащих, свыше 300 единиц боевой техники, а также более 30 боевых самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов готовы принять участие в боевом параде. Дәстүрге айналған әскери парадтар әлемнің барлық армияларының жауынгерлік дайындығының негізгі құрамдас бөлігі болып табылады. Онда жеке құрамның саптық шеберлігі мен қару-жарақ түрлерінің үлгілері көрсетіледі. Жауынгерлік парад, жауынгерлік даярлық пен ұрыс жаттығуларының элементтері көрсетілетін әскери парадтың ұқсас түрі. Парадтар әскери дәстүрлердің ажырамас бөлігі ретінде жас жауынгерлерді аға буынның батырлық және ерлік өнегелеріне баулый отырып, өскелең ұрпақты патриоттық рухта тәрбиелеуде үнемі баға жетпес рөл атқарған. Әскердің қуатын көрсету қашанда халықтың көкейінде өз қарулы күштеріне деген мақтаныш сезімін оятқан. Армияның отан қорғауға сақадай сай екендігіне сенімділік ұялатқан. Марат! Жел! Қазақстан Республикасының мемлекеттік туына тік тұр! Назар ортаға! Адым! Бас! Алаңға мемлекеттік күзет қызметінің ту ұстаушылар тобы Қазақстан Республикасының мемлекеттік туын алып шықты. Қазақстан Республикасының мемлекеттік туы мемлекеттік және ұлттық мерекелерде, ант беру кезінде, жауынгерлік рәсімдер мен салтанаттарда шығарылады. Мемлекеттік туды көтеріп алып жүру қашанда әрбір отан қорғаушы үшін зор абырой және ең үздік әскери қызметшілерге тапсырылады. Әр азаматқа отанға деген шексіз сүйіспеншілікті, мемлекеттік рәміздерге деген сый құрмет сезімін, оның маңыздылығы мен қасиетін сіңіре отырып, қалыптастыру мақсатында атқарылатын шаралар
барлық әскери мекемелерде жүргізіледі. Мемлекеттік туды алып шыққан Қазақстан Республикасы мемлекеттік күзет қызметі президенттік айбын полкінің әскери қызметшілері. Ту ұстаушы сержант Елдос Кеңесхан, оның ассистенттері сержанттар Арғынғазы Арғын мен Рауан Наурызбаев. Ту ұстаушылар тобын рәсімдік батальон командирінің орынбасары майор Улан Нурланов бастап келеді. Церемония выноса государственного флага Республики Казахстан. Государственный флаг выносят военнослужащие роты почетного караула президентского полка Айбын службы государственной охраны Республики Казахстан. Знаменосец сержант Елдос Кеңесхан. Ему ассистируют сержанты Рауан Наурызбаев и Арғынғазы Арғын. Во главе знаменосцев заместитель командира церемониального батальона майор Улан Нурланов. Вынос государственного флага производится в дни национального и государственных праздников Республики Казахстан при принятии присяги, во время воинских церемоний и ритуалов. Нести государственный флаг всегда было почетно для каждого защитника Отечества и поручается только лучшим военнослужащим. В целях воспитания гражданственности и патриотизма, любви к родине и формирования чувства уважения к государственным символам, а также понимания сущности и значения, их изучение проводится во всех воинских коллективах. Еркін тұр! Бұл жауынгерлік парадтың бір ерекшелігі. Аумақтық қорғаныс әскерлерінің бөлімшелеріне жауынгерлік ту тапсыру рәсімі болмақ. Елбасы Қазақстан Республикасы президентінің атынан аумақтық қорғаныс әскери бөлімдерінің жауынгерлік тулары облыс әкімдеріне, Астана және Алматы қалаларының әкімдеріне, аумақтық қорғаныс аймақтарының бастықтарына тапсырылады. Отличительной особенностью настоящего боевого парада является то, что сегодня здесь состоится церемония вручения боевых знамен подразделениям войск территориальной обороны. От имени президента Республики Казахстан боевые знамена воинских частей территориальной обороны вручат акимам областей и городов Астана и Алматы, начальникам зон территориальной обороны. Мемлекет басшысы Елбасы қарулы күштердің жоғарғы бас қолбасшысы Нұрсұлтан Назарбаев тікұшақпен жауынгерлік парад өткізілетін аймаққа жақындап, Отар 40-шы әскери базаның үстінен ұшып келді. Глава государства, Елбасы, Верховный главнокомандующий вооруженными силами Нурсултан Назарбаев на вертолете подлетел к месту проведения боевого парада. Орталық мінбе алдындағы алаңға облыстар мен Астана және Алматы қалаларының әкімдері ел президентін қарсы алуға және жауынгерлік ту тапсыру рәсіміне қатысу үшін шықты. На площадь перед главной трибуной выходят акимы областей и городов Астана и Алматы для встречи президента Республики Казахстан и участия в церемонии вручения боевых знамен.
рота оң жақтан қарсы алу үшін. Қырау, күрес! Жоғарғы бас қолбасшы мырза, аскерлер жауынгерлік парадқа дайын. Қорғаныс министрі генерал-полковник Жасұзақов. Бас қолбасшы, қорғаныс министрмен бірге орталық мінбеге қарай жақындап келеді. Артиллериялық қарулардан Қазақстан армиясының жауынгерлік қауқарын білдіретін салют атыстары жасалуда. Орталық мінбалдында қарулы күштердің, ұлттық ұланның, мемлекеттік күзет қызметінің, аумақтық қорғаныс әскерлерінің толық әзірліктегі жауынгерлік парадтық есеп топтары салтанатты шерумен жүріп өту үшін роталар тізбегінде сап түзілді. Верховный главнокомандующий в сопровождении министра обороны идет к главной трибуне. Даются салютные залпы из артиллерийских орудий, которые символизируют боевую мощь казахстанской армии. Парадные армейские расчеты вооруженных сил, Национальной гвардии Министерства внутренних дел, службы государственной охраны и войск территориальной обороны выстроены в линию ротных колонн в готовности к торжественному прохождению. Ширек ғасырдан астам тарихында Қазақстан армиясы қалыптасып дамудың күрделі кезеңдерінен өтті. Осы жылдар ішінде қазақ жауынгерінің өз ісінің нағыз кәсіби шебері және нағыз патриоты бейнесіндегі жаңа әскери тұлғасы қалыптасты. Саны жағынан аз, бірақ кәсіби біліктілігі жоғары, жинақы, заманауи қару-жарақтар мен жаңа әскери техникалармен жарақтандырылған армия құрылды. Республикасының президенті, қарулы күштердің жоғарғы бас қолбасшысы Нұрсұлтан Назарбаев. Парад! Тек тұр! Назар! Ортаға! Жоғарғы бас қолбасшы мырза, аскерлер отан қорғаушылар күніне арналған жауынгерлік парадқа дайын. Парад қолбасшысы генерал-майор Бектанов. Армысыздар, аскерлер. Еркін тұр! Жауынгерлік тулар берілсін! Сіздердің назарларыңызға аумақтық қорғаныс әскери бөлімдеріне жауынгерлік ту тапсыру рәсімі ұсынылады. Қазақстан Республикасының облыстары мен Астана және Алматы қалаларының әкімдеріне, аумақтық қорғаныс аймақтарының бастықтарына елбасы
Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың атынан жауынгерлік тулар тапсырылады. Вашему вниманию представляется церемония вручения боевых знамен воинским частям территориальной обороны. Боевые знамена акимам областей Республики Казахстан и городов Астана и Алматы, начальникам зон территориальной обороны, вручаются от имени президента Республики Казахстан Елбасы Нурсултана Назарбаева. Сөз Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің жоғарғы бас қолбасшысы Нұрсұлтан Назарбаевқа беріледі. Қымбатты қазақстандықтар, сардарлар мен сарбаздар, қадірлі ардагерлер, баршаңызды ұлы отан қорғаушылар күні мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Баһадүр бабалар ұлы даламызды ақ білектің күшімен, ақ найзаның ұшымен қорғап бізге аманат етіп қалдырды. Ұранды елдің ұрпағы айбарлы келеді деген дана халқымыз. Бүгінгі айбынды армиямыз үшін елдің тыныштығын сақтап, тәуелсіздіктің қорғаны болу мәртебелі зор міндет. Жау жүрек жауынгерлердің көтеретін жүгі ауыр, бірақ ол абыройлы борыш, қастерлі парыз. Қарулы күштеріміз халқымыздың сенімді тірегі, мемлекеттігінің берік қалқаны. Уважаемые участники парада, дорогие ветераны, солдаты и офицеры, вооруженные силы – это главный гарант безопасности, неколебимый оплот суверенитета мирного покоя нашей страны. Казахстанские военнослужащие – достойные преемники традиции боевой доблести и славы наших отцов и дедов, победивших фашизм в самой жестокой войне всех эпох и времен. Мы всегда будем помнить их беззаветный героизм, бессмертный подвиг во имя жизни, процветания родной земли. Сегодня армия Казахстана надежно стоит на страже независимости страны, успешно содействует коллективной безопасности в рамках ОДКБ, достойно выполняет важные миротворческие функции под эгидой Организации Объединенных Наций. С момента обретения суверенитета Казахстан ведет последовательную, твердую, миролюбивую политику. Однако современные геополитические реалии обуславливают необходимость нам всегда быть готовыми ко всему. Государство оказывает максимальную поддержку и большое внимание укреплению потенциала нашей армии. На системной основе ведется закуп современных образцов вооружения, военной техники. Успешно освоен выпуск ряда важных видов военной техники и оборудования. Модернизуется система военного управления. Наша цель – создать современную, мобильную, высокопрофессиональную армию. Для этого у Казахстана есть возможности и соответствующие ресурсы. К 2020 году на нужды обороны будет выделяться необходимый объем средств от ВВП нашей страны в целях эффективного реагирования на новые угрозы и вызовы безопасности, созданные высокомобильные силы специальных операций. Новые специальные подразделения осуществляют противодействие киберугрозам, сформированы и интегрированы в систему обороны страны территориальные войска. Уверен, эти новые части будут достойно нести врученные им сегодня боевые знамена. Это мы сделали впервые. Есть такие подразделения у нас во всех регионах страны, соответствующим составом вооружений. И это обученные, прошедшие службу нашей армии
люди, которые будут постоянно готовы принять участие в защите Отечества. Жауынгерлік туған жерге адалдықтың, ерлік пен батылдықтың нышаны болып табылады. Қасиетті байрақ, рухы биік, ер жүрек сарбаздарды әрдайым жеңіске жетелейді. Бауыржан Момышұлының батырлық өскен ортаға, көрген тәрбиеге байланысты қалыптасады деген сөзі бар. Азаматтарымызды отансүйгіштікке тәрбиелеу ісінде әскери дәстүр маңызды рөл атқарады. Әр сарбаз отан қорғаушы ретінде өзінің ел алдындағы ерекше жауынгершілігін сезінуге тиіс. Қарулы күштеріміз, жігерлі жігіттер, қатар аяулы аруларымыз да әскери қызметтен абыроймен атқарып келеді. Сондықтан бүгінгі мереке ер азаматтармен қатар сап түзеген қайсар қыздарымыз да ортақ. Мемлекет отан қорғаушыларға әрекше қамқорлық көрсетіп келеді, көрсете береді. Өткен жылы әскери қызметкерлердің лауазымдық жалақысы 25%-ке артты. Әскерилерді тұрғын үймен қамтамасыз ету мәселесі шешімін өз ретімен тауып жатыр. Мұның бәрі қарулы күштер сарбаздарының ар намысы менен айбынын арттыруға жол ашады. Сондықтан мен сіздерді әскери антқа адал болуды деп сенемін. Дорогие защитники Отечества, сегодня мы проводим очередной боевой парад. Он станет реальной демонстрацией уровня нашего боевого мастерства, слаженности в полевых условиях. Проведение парада послужит дальнейшему росту профессионализма, боевой готовности вооруженных сил нашей республики. Поздравляю всех вас с Днем Защитника Отечества и наступающим Днем Великой Победы. Құрметті қауым, бірер күннен кейін баршамыз 9 мамыр ұлы жеңіс күнін тойлаймыз. Бұл жеңіске біздің ардақты ардагерлеріміз өлшеусіз үлес қосты. Бүгінгі ұрпақ жеңімпаз майдангерлерімізге мәңгі қарыздар. Барша қазақстандықтар атынан ардагерлерімізге мыңда бір алғыс айтамын. Өшпес даңқ пен өлшеусіз ерліктің өнөгесіне айналған бабалар аманатына әрдайым бәріміз берік болайық. Баршаңызға амандық, бейбіт өмір, бақ береке тілеймін. Мерекелеріміз құтты болсын. Қазақстан Республикасының қарулы күштері жасасын. Ура! Қазақстан Республикасының мемлекеттік гимні.
Қазақстан Республикасы президентінің 2015 жылғы 25 желтоқсандағы жарлығына сәйкес Қазақстанда аумақтық әскерлер құрылып, кейіннен олар еліміздің жалпы қорғаныс жүйесіне сәтті енгізілді. Аумақтық әскерлер бұл әскери бөлімдер, аумақтық қорғаныс бөлімшелері. Олар Қазақстан Республикасының әкімшілік аумақтық бірліктерінің мүддесіндегі тиісті тапсырмаларды орындау үшін арналған және Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің құрамдас бөлігі болып табылады. В соответствии с указом президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева от 25 декабря 2015 года в Казахстане были созданы территориальные войска, впоследствии успешно интегрированные в общую систему обороны страны. Территориальные войска – это воинские части, подразделения территориальной обороны, являющиеся составной частью вооруженных сил Республики Казахстан, предназначенные для выполнения соответствующих задач в интересах административно-территориальных единиц Республики Казахстан. Ірі ауқымды қақтығыстар туындау қаупі кезінде аумақтық қорғаныс жүйесі еліміздің әскери саяси басшылығына қауіпсіздік қатерлеріне уақытылы жауап беруге, сонымен қатар Қазақстан Республикасын қорғау шараларын орындауға мүмкіндік бере отырып, аумақтық әскерлер еліміздің резервтегі армиясы ретінде қоғам мен мемлекет арасындағы шоғырландыру бөлімі міндетін атқарады. При угрозах возникновения крупномасштабных конфликтов система территориальной обороны позволит военно-политическому руководству страны своевременно реагировать на угрозы безопасности, а также будет способствовать выполнению мероприятий обороны Республики Казахстан. При этом территориальные войска, как резервная армия страны, будет являться консолидирующим звеном между обществом и государством. Мұрат! Тактор! Салт-алты! Шеге! Рота! Бойынша! Екі сызықтық ара қашықтықта! Бірінші орында тура! Қалғандары оң! Назар оңға! Адым! Бас! Парадта Қазақстан Республикасының мемлекеттік туын ұстаушылар тобы мен аумақтық әскерлердің жауынгерлік тулар тобы ашады. Парад қолбасшысы Қазақстан Республикасы қарулы күштері құрлық әскерлерінің бас қолбасшысы, екінші дәрежелі даңқ орденінің иегері генерал-майор Мұрат Бектанов. Открывают парад знаменные группы с государственным флагом Республики Казахстан и боевыми знаменами территориальных войск. Командует парадом главнокомандующий сухопутными войсками Вооруженных сил Республики Казахстан, кавалер ордена «Танк» второй степени генерал-майор Мурат Бектанов. Орталық мінбеге жауынгерлік жарақтарын асынған арнайы операциялар күштерінің бөлімшелері жақындап келеді. Тәжірибелер көрсеткендей қазіргі кезде құрамы жағынан аз, бірақ жинақы және оңтайлы бөлімшелер маңызды рөл атқарады.
Операция жетістігі негізінен олардың уақытылы әрі батыл қимылдарына байланысты шешіледі. Арнайы жасақ жауынгерлерінің легін жасақ командирі тұңғыш президент атындағы Қазақстан Республикасы Ұлттық қорғаныс университетінің түлегі подполковник Ерлан Өтеуов бастап келеді. Перед нами в полной боевой экипировке проходят подразделения сил специальных операций. Строй военнослужащих отряда специального назначения возглавляет выпускник Национального университета обороны, подполковник Ерлан Өтеуов. Как показывает опыт, в современных вооруженных конфликтах огромную роль играют небольшие по составу, но мобильные и маневренные подразделения. Мінбе алдынан оңтүстік өңірлік қолбасшылық әскерлері барлау бөлімшелерінің жеке құрамы сап түзеп өтіп барады. Оңтүстік өңірлік қолбасшылығы қарулы күштеріміздің құрамындағы ең үлкен әскери бірлестік. Олар оңтүстік стратегиялық бағыттағы қауіпсіздікті қамтамасыз етеді. Сап басында оңтүстік өңірлік қолбасшылық әскерлерінің қолбасшысы генерал-майор 2-ші дәрежелі даңқ орденінің егері Марат Құсайынов. Становление вооруженных сил Казахстана началось с создания Южного военного округа. Эти слова верховного главнокомандующего вооруженными силами Нурсултана Назарбаева стали девизом для личного состава объединения. Личный состав разведывательно-боевых частей и подразделений объединения экипирован современной амуницией и снаряжением. Кевларовый шлем, защитные очки, разгрузочные жилеты под боеприпасы, переговорное устройство, далеко не полный перечень экипировки разведчика. Возглавляет строй командующий войсками регионального командования «Юг», кавалер ордена «Данг» второй степени, генерал-майор Марат Құсайынов. Мінбе алдында шығыс өңірлік қолбасшылық әскерлерінің парадтық есеп тобы. 25 жылдық тарихында бұл әскери құрылым тәуелсіз Қазақстанның мыңдаған офицер кадрлары мен генералдарын шыңдап шығарды. Сонымен қатар еліміздің қарулы күштердің ұрысқа әзірлігін нығайту мәселелеріне өлшеусіз үлес қосты. Парадтық есеп топқа басшылық жасаған шығыс өңірлік қолбасшылық әскерлерінің қолбасшысы 2-ші дәрежелі Айбын орденінің егері генерал-майор Нұрлан Қашағанов. Перед нами колонна войск регионального командования «Запад». Сегодня воины этого объединения с честью выполняют задачи по обеспечению территориальной целостности и государственного суверенитета Республики Казахстан в важнейшем стратегическом регионе нашей страны. Во главе парадного расчета командующий войсками регионального командования «Запад» кавалер ордена Айбын второй степени генерал-майор Ханыш Абубакиров. Мінбе алдында атаңызға айналған даңқты десанттық шабуылдау әскерлерінің десантшылары. Қазақстан қарулы күштері жоғарғы бас қолбасшысының резерв әскерлері. Десантшы жауынгерлер заманауи ұрыстар кезінде күрделі тапсырмаларды орындауға арналған әскерлер. Айбынды десантшыларды бастап келе жатқан десанттық шабуылдау әскерлерінің қолбасшысы генерал-майор Қайдар Қарақұлов. Перед трибуной проходят парадные расчеты легендарной крылатой гвардии. Десантно-штурмовые войска – наиболее боеготовый и высокомобильный род войск вооруженных сил. Они являются резервом верховного главнокомандующего, предназначены для боевого применения в кризисных ситуациях и способны в короткие сроки решать боевые задачи в различных по масштабу военных конфликтах. Личный состав десантно-штурмовых войск достойно выполнил миротворческую миссию в Республике Иран. Воины-десантники – постоянные участники всех крупных учений на международном уровне. Во главе колонны командующий десантно-штурмовыми войсками генерал-майор Хайдар Каракулов. Саптық лекті жалғастыратын құрлық әскерлері әскери институтының десанттық барлау мамандықтары бойынша білім алатын курсанттар ротасы. Бұл әскери оқу орны 40 жылдан астам уақыт ішінде қарулы күштерімізге офицерлер кадрларын даярлайтын нағыз кәсіби кадрлар ұстаханасына айналған. Курсанттар легін бастап келе жатқан құрлық әскерлері әскери институтының бастығы 2-ші дәрежелі Айбын орденінің егері полковник Серік Асанов. Перед центральной трибуной парадный расчет
расчет подразделений специального назначения военно-воздушных сил, сил воздушной обороны, в состав которых входят специалисты авианаводчики армейской фронтовой авиации, а также специалисты поисково-спасательной службы. Возглавляет парадный расчет заместитель командующего военно-воздушными силами полковник Оразбек Аль-Мухамбетов. Жауынгерлік парадтың саптығылегін әскери теңіз күштерінің арнайы мақсаттағы жасағы жалғастырады. Әскери теңіз күштерінің негізгі тапсырмалары Каспий теңізінің Қазақстан секторындағы Қазақстан Республикасының мемлекеттік шекараларының тұтастығын, тәуелсіздікті және экономикалық мүдделерін қорғау болып табылады. Теңізшілер легінің басында әскери бөлім командирі подполковник Ерлан Завгарин. Перед нами парадный расчет сводной роты военной полиции, возглавляемый начальником Главного управления военной полиции вооруженных сил полковником Бауржаном Лекеровым. Мінбе алдынан сымдай тартылып сап түзеп өтіп бара жатқан аумақтық қорғаныс әскерлерінің бөлімшелері. Парадтық есеп топты бастап келе жатқан Қазақстан Республикасы қарулы күштері аумақтық қорғаныс бас басқармасының бастығы, екінші дәрежелі Банк орденінің егері генерал-майор Султан Камалиддинов. Парад продолжают военнослужащие отряда специального назначения Национальной гвардии Министерства внутренних дел. В соответствии с действующей военной доктриной Республики Казахстан, Национальная гвардия формируется как мобильные, профессионально подготовленные войска постоянной готовности. Ведет пеший парадный расчет Национальной гвардии обладатель крапового берета, командир отряда специального назначения Бүркіт, полковник Багдаулет Оспанбеков. Салтанатты шеруді жалғастыратын Қазақстан Республикасы мемлекеттік күзет қызметінің бөлімшелері. Қазақстан Республикасының мемлекеттік күзет қызметі заңды түрде еліміздің таңдаулы бетке ұстар, элиталы және айрықша беделді әскери құрылымы болып саналады. Парадтық есеп топ басында президенттік батыр полкының командирі, екінші дәрежелі Айбын орденінің егері подполковник Бақытжан Қуанышбаев. Стройными рядами перед нами проходит подразделение службы государственной охраны. Это элитное воинское подразделение, выполняющее особые задачи по обеспечению безопасности главы государства и других охраняемых лиц и объектов. Во главе парадного расчета командир президентского полка Батыр службы государственной охраны, кавалер ордена Айбын второй степени, подполковник Бақытжан Қуанышбаев. Әуеде Қазақстан Республикасы қарулы күштері, әуе қорғанысы күштерінің жауынгерлік авиациясының тікұшақтары, Қазақстан Республикасының мемлекеттік туы Ми-171 тікұшағында бекітілген. Мемлекеттік туды әуеде алып жүру мәртебесі әскери ұшқыш мерген полковник Нұрлан Байдуллаевтың басшылығындағы ең үздік экипаждардың біріне тапсырылған. Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің туымен екінші дәрежелі ұшқыш майор Ұйғын Қамутовтың басшылығындағы тікұшақ ұшып келеді. Майор Нұржан Тергеубаев, капитандар Рамзан Тоқпанов пен Алмаз Тағаевтың басшылығындағы экипаждар қарулы күштер түрлерінің туларымен ұшып келеді. В небе вертолеты армейской авиации сил воздушной обороны вооруженных сил. С флагом Республики Казахстан проходит вертолет Ми-171. Почетное право проноса флага представлено одному из лучших экипажей под командованием военного летчика-снайпера, полковника Нурлана Байдулаева. С флагом вооруженных сил Республики Казахстан летит вертолет под управлением военного летчика второго класса, майора Уйгуна Хамутова. С флагами видов вооруженных сил летят экипажи под командованием майора Нуржана Тергеубаева и капитанов Алмаза Тагаева и Рамзана Тахпанова. Арнайы операциялар тікұшақтарының әуедегі шеруін Q-2 және ES-145 Еврокоптер тікұшақтары жалғастырады. Олардың бортында толық жарақтандырылған және ұрыс қимылдарына әзір Қазақстан Республикасы қарулы күштері арнайы операциялар күштерінің арнайы мақсаттағы топтары жайғасқан. Продолжает воздушный парад строй вертолетов сил специальных операций Хью-2 и ЕС-145. Ежелден қалыптасқан дәстүр бойынша салтанатты шеруді аяқтайтын
Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің құрама оркестрі. Олар Қазақстанда және шет мемлекеттерде өткізілетін әскери парадтардың тұрақты қатысушылары. Құрама оркестрге дирижерлік жасаған Қазақстан Республикасы қарулы күштері ұлттық әскери патриоттық орталығы орталық әскери оркестрінің бастығы капитан Алмаз Ибрагимов. Жоғары бас қолбасшы мырза, авиация, әуе, артиллерия атыс орындарында әскери техникалар қолданысқа әзір. Жауынгерлік жұмысқа кірістім. Уважаемые зрители, участники боевого парада приступают к тактической части демонстрации возможностей сил специальных операций. Для розыгрыша действий сил специальных операций прямо перед вами, на удалении до 2000 метров, мишенной обстановкой обозначена база незаконного вооруженного формирования. На охране и обороны базы силы до 1000 боевиков, обозначенные появляющимися и движущимися мишенями. Группировка сил специальных операций Вооруженных сил Республики Казахстан в целях уничтожения незаконного вооруженного формирования проводится специальная войсковая операция с применением разведывательно-ударных и разведывательно-огневых комплексов. В небе и на экранах вы наблюдаете полет ударного беспилотного летательного аппарата «Винглонг». Беспилотный летательный аппарат приступил к разведке позиций незаконного вооруженного формирования. Данный летательный аппарат способен развивать скорость до 200 км в час на высоте до 6000 метров. Он может нести до 100 килограммов полезной нагрузки и находиться в воздухе в автономном режиме до 20 часов, что делает его незаменимым средством как разведки, так и поражения противника. Необходимо отметить, что за 2014-2018 годы вооруженные силы Казахстана получили комплексы беспилотных летательных аппаратов. Сформировано 10 подразделений, укомплектованных квалифицированными специалистами. Разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат «Винглонг» в целях дезорганизации управления незаконного вооруженного формирования наносит удар по пункту управления террористов высокоточным боеприпасом. Командный пункт боевиков обозначен зданием белого цвета. Вы наблюдаете точное поражение цели, управляемой ракетой ВА-7 с лазерным наведением. Пункт управления противника уничтожен. Результаты поражения передаются на пункт управления разведывательно-ударного комплекса в масштабе реального времени. Беспилотными летательными аппаратами обнаружено выдвижение резервов противника на автомобилях, выдвигающихся в направлении базового района незаконного вооруженного формирования. Командующий группировкой сил специальных операций принял решение уничтожить подходящие резервы противника групповым ударом авиации по целеуказанию с беспилотных летательных аппаратов. Авиация наносит удар силами 2 звеньев фронтовой и 2 звеньев армейской авиации под прикрытием пары многоцелевых истребителей Су-30СМ. Вы видите, как звено многоцелевых истребителей Су-30СМ ложится на боевой курс и производит навигационное бомбометание. Цели, обозначенные белыми мишенями, имитирующими колонну автомобилей, поражены с ювелирной точностью. Военные летчики АСы-604 Талдыкурганской авиабазы профессионально точно выполнили боевую задачу. Продолжает авиационный удар по резервам противника звено самолетов фронтовой авиации Су-25 попарно. Для применения управляемого оружия класса «Земля-поверхность» Су-25 оснащен лазерным дальномером целеуказателем.
Первая пара Су-25 выполняет маневр «Горка», ложится на боевой курс и сходу атакует колонну боевиков, производя пуск неуправляемых авиационных ракет НАР-С-8 с пикирования в диапазоне высот от 200 до 2500 метров. Вторая пара Су-25 повторяет маневр предыдущий и наносит ракетный удар по цели сходу. Вашему вниманию демонстрируется точное поражение целей противника штурмовиками Су-25-602 Шымкентской авиабазы. Су-25 – бронированный дозвуковой штурмовик, предназначенный для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя днем и ночью при прямой видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях. Данный штурмовик оснащен 10 точками подвеса дополнительного вооружения и способен нести до 8 тонн бомбовой нагрузки. Продолжает огненную карусель истребителей Су-30СМ. Пара многоцелевых истребителей также наносит удар сходу, производя пуск неуправляемых ракет С-13 с пикирования в диапазоне высот до 2500 метров. Цели уничтожены точным попаданием ракет. Казахстанские летчики подтверждают свой высокий профессионализм. Двухместный многоцелевой истребитель поколения 4+, Су-30СМ предназначен для завоевания господства в воздухе, уничтожения воздушных целей в простых и сложных метеорологических условиях, контроля воздушного пространства, блокирования аэродромов противника на большой глубине и действий по наземным и морским объектам. Авиационный комплекс способен применять современное и перспективное высокоточное оружие класса воздух-воздух и воздух-поверхность. Боевая машина оснащена двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением, что придает ей исключительную маневренность. Вы наблюдаете, как на предельно малой высоте до 50 метров подходят винтокрылые боевые машины армейской авиации. Звено ударных вертолетов Ми-35 попарно выполняет маневр «Горка» и совершает пуск высокоточных противотанковых управляемых ракет «Штурм-В». Ракеты ложатся точно в цель. Экипажи вертолетов еще раз продемонстрировали высокий уровень мастерства летчиков 602-й Шымкентской авиабазы. Многоцелевой ударный вертолет Ми-35 является глубоко модернизированным вариантом вертолета Ми-24. Его зачастую называют летающей боевой машиной пехоты. Усиленное бронирование существенно повышает защищенность экипажа и основных жизненно важных систем вертолета. Завершает уничтожение колонны боевиков звено штурмовых вертолетов армейской авиации Ми-171Ш. Выйдя на цель, боевые машины производят пуск неуправляемых ракет НАР-С-8 по колонне боевиков с пикированием. Ми-171Ш предназначен для борьбы с бронированными наземными, надводными, неподвижными и подвижными малоразмерными целями. Колонна боевиков уничтожена. Все цели поражены. Военные летчики достойно выполнили боевую задачу, в очередной раз проявив боевое мастерство и профессионализм. Результаты поражения фиксируются электронной аппаратурой беспилотных летательных аппаратов «Винглонг» и «Гермес». В интересах группировки сил специальных операций решением командующего группировки проводится доразведка базового района боевиков и подавление радиосвязи незаконного вооруженного формирования. Вашему вниманию представлены действия разведывательных органов, которые организационно входят в состав разведывательно-огневых комплексов. Экипаж бронированной колесной машины «Орлан», оснащенный разведывательной аппаратурой «Асилсан», устанавливает места размещения живой силы, огневых средств, систему охранения и наблюдения. Справа и слева от центральной трибуны вы наблюдаете развернутые комплексы радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы «Аметист» и «Цикада». Экипажи комплекса ведут радиоэлектронную разведку и подавление радиосетей незаконного вооруженного формирования.
После доклада разведорганов, командующий группировкой сил специальных операций принял решение на поражение базового района незаконного вооруженного формирования огнем артиллерии. Вы можете наблюдать, как дивизион реактивной системы залпового огня «Смерч» под командованием майора Мухтара Акимбаева наносит огневые удары по базовому лагерю незаконного вооруженного формирования, причиняя ему невосполнимые потери в живой силе и деморализуя боевой дух противника. Система «Смерч» оценивается как самая мощная реактивная система залпового огня в мире. Дальность ее стрельбы достигает до 90 километров. Стрельба может вестись одиночными снарядами или залпом. Полный залп боевой машины производится за 38 секунд. Мощность залпа 3 установок ракетных систем залпового огня «Смерч» по площади поражения равняется работе 2 бригад, вооруженных ракетными комплексами «У». Залп одной боевой машины ракетами 9М-55К с кассетными осколочно-фугасными элементами накрывает площадь до 40 гектаров. Использование беспилотных летательных аппаратов позволяет получать разведданные о цели, производить целеуказания для нанесения ударов высокоточными боеприпасами. Вам демонстрируется ведение огня тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек». Система имеет возможность покрыть огнем огромные участки местности. Боевая машина одним залпом поражает площадь более 40 тысяч квадратных метров. Площадная цель – квадрат с литерой «С», точно накрыта термобарическими снарядами. Экипажи огнеметных систем базы специальных войск под командованием лейтенанта Берика Симбаева с честью выполнили боевую задачу. Вы наблюдаете снайперскую артиллерийскую стрельбу 2 дивизионов гаубиц Д-30. Управляют огнем гаубиц командиры артиллерийских дивизионов механизированных бригад регионального командования «Юг», подполковник Нуркен Жунисалиев и майор Серик Мунсузбаев. Одновременно с гаубицами Д-30 огонь по объектам незаконного вооруженного формирования осуществляют дивизионы артиллерийских орудий МСТА-Б. Артиллерийские подразделения умело поражают объекты условного противника. Это свидетельствует о высоком мастерстве воинов-артиллеристов Отарского и Арысского гарнизонов под управлением майоров Ризабека Бастыбаева и Жаслана Абекова. Объекты базы боевиков, условно обозначенные литерами М и Д, уничтожены точным попаданием осколочно-фугасных снарядов. Гаубица Д-30 способна поражать бронированные и другие объекты противника на удалении до 16 километров со скорострельностью 8 выстрелов в минуту. Небольшие габаритно-весовые характеристики орудия можно отнести к одному из главных достоинств Д-30. Именно они позволяют десантировать гаубицу парашютным способом или перевозить с помощью вертолетов. Гаубица отлично подходит для высокомобильных соединений. В силу увеличенной дальности стрельбы до 30 километров 152-мм гаубицы МСТА-Б ставятся задачи как на поражение личного состава, укрепление и техники противника, так и на ведение контрбатарейной борьбы. В боекомплект входят несколько типов осколочно-фугасных снарядов, кассетные снаряды с кумулятивно-осколочными и осколочно-фугасными поражающими элементами, снаряды-поставщики радиопомех, дымовые снаряды-целеуказатели. Может применяться корректируемый снаряд 30F-39 комплекса «Краснополь» с лазерной подсветкой цели. В целях поражения живой силы, пунктов управления, боевой техники и фортификационных сооружений противника второй огневой налет начинает батареи реактивных систем залпового огня «Прима» и «Казград». «Казград» представляет собой модернизированный вариант 122-мм реактивной системы БМ-21 «Град», разработанный казахстанским предприятием «Алатау». По сравнению с «Градом», реактивная система залпового огня «Казград» имеет существенно улучшенные показатели эффективности. Цели, обозначенные на тактическом поле квадратом с литерой «Р», уничтожены. Управляет огнем реактивных систем командир дивизиона артиллерийской бригады гвардейского гарнизона майор Александр Гулов. Вашему вниманию представляется, как вслед за огнеметными системами артиллерийские расчеты открывают огонь из противотанковых орудий МТ-12 «Рапира» калибра 100 мм. Главной задачей «Рапиры» является борьба с танками и другой бронетехникой противника.
Одновременно противотанковые ракетные комплексы «Штурм-С» залпом осуществляют пуск многоцелевых управляемых ракет «Атака» с повышенной мощностью боевой части. Ракетные комплексы «Штурм-С» выполняют задачи по уничтожению выявленных бронированных объектов противника. Ракеты управляются комбинированной радиокомандой и лазерно-лучевой системой управления. Вы наблюдаете, как все цели поражены со снайперской точностью, присущей артиллеристам 5-й механизированной бригады. Для полного уничтожения боевиков командующий группировкой сил специальных операций принял решение на применение танкового батальона при поддержке боевых машин поддержки танков БМПТ. В бой вступают танкисты. Танковые войска – главная ударная сила сухопутных войск. Прямо перед собой вы видите танковый батальон на танках Т-72Б на огневых позициях с места. Залпом осуществляет пуск противотанковых управляемых снарядов 3 УБК-14 по бронированной технике противника, условно обозначенной мишенями, окрашенными в желтый цвет. Все без исключения бронеобъекты противника уничтожены. Недаром в состав экипажей боевых машин отбирались только лучшие танкисты, показавшие высокие результаты в конкурсе «Снайперский батальон». Учитывая опыт локальных войск, танк Т-72Б прошел глубокую модернизацию на предприятии «Национальная компания Казахстан Инжиниринг». Усовершенствован комплекс управления вооружением, что повысило его боевую эффективность в 1,5 раза. Установлены современные цифровые средства связи. Боевая машина имеет многослойную броневую, навесную динамическую защиту и противокумулятивный экран, что делает танк неуязвимым от большинства бронебойных и кумулятивных танковых и противотанковых снарядов. Вы наблюдаете, как танки перешли в наступление и ведут огонь по противнику сходу, продолжая выполнение огневой задачи по уничтожению живой силы огневых средств бронеобъектов. Огонь по мишеням, окрашенным в белый цвет, ведется из 125 миллиметровой танковой пушки и пулемета НСВТ калибра 12,7 мм. Танкистов в наступлении прикрывают боевые машины поддержки танков. Одна БМПТ способна самостоятельно поддерживать в бою танковый взвод. По своей огневой мощи она превосходит 2 мотострелковых взвода, а это 6 БМП и более 40 человек личного состава. Боевые машины поддержки танков ведут сосредоточенный огонь из автоматических пушек калибра 30 мм по мишеням, окрашенным в красный цвет. Наличие подготовленных специалистов, механиков-водителей, наводчиков-операторов танков определяет боеготовность любой армии мира. Многие из танкистов, демонстрирующих нам свое мастерство и боевую выучку, являются выпускниками танковой школы учебного центра по подготовке младших специалистов сухопутных войск Вооруженных сил Республики Казахстан. Данное военно-учебное заведение располагает современными компьютерными тренажерами, богатой учебно-материальной базой, обучает курсантов офицеры-педагоги, имеющие опыт многолетней службы в танковых подразделениях. Задача выполнена. Мишени в огне. Экипажи танков и БМПТ выполнили сложную задачу по ведению огня сходу на оценку «Отлично». Все цели уничтожены. Боевые машины поддержки танков БМПТ поступили на вооружение сухопутных войск Казахстана. Их отличительная черта – высокий уровень защищенности, огневой мощи и управляемости, способность эффективно действовать в населенном пункте, в открытом поле и в горах. БМПТ предназначена для эффективного подавления техники и живой силы противника. Машина оснащена гранатометами, противотанковым комплексом и стрелковым оружием. Способна поражать высокозащищенные цели и бронированные объекты сверхзвуковыми, управляемыми по лазерному лучу противотанковыми ракетами «Атака». Выполнив задачу по огневому поражению противника, уничтожив охранение базы незаконного вооруженного формирования, подавив его дальнобойные огневые средства, танковые роты по единой команде совершают маневр отхода, тем самым освобождая оперативное пространство для действий мотострелковых подразделений. В целях уничтожения вновь выявленных групп боевиков из исходного положения в заранее созданном боевом порядке выдвигаются в боевой линии 2 мотострелковые роты на боевых машинах пехоты БМП-2 и
и бронетранспортерах БТР-82А. Мотострелки ведут огонь сходу, уничтожая живую силу и обнаруженные огневые средства противника. Противотанковые средства системы высокоточного оружия противника, условно обозначенные мишенями красного цвета, поражаются массированным огнем из 30-миллиметровых автоматических пушек. Создание в Республике Казахстан военно-промышленного комплекса позволило всем боевым машинам пехоты пройти капитальный ремонт и модернизацию на предприятии «Казахстан Инжиниринг» в городе Семей. Смена силовых агрегатов и комплекса вооружения на БМП-2 улучшила ее тактико-технические характеристики для применения в любых условиях, в том числе в пустынной и горной местности, а также под непрерывным огневым воздействием противника. БМП оборудована противоаккумулятивным экраном. Боевые машины второго поколения очень ценятся за высокую проходимость, хорошую огневую мощь, прекрасные маневренные характеристики. Цели условного противника гарантированно уничтожены. Проведенные с личным составом Тарасской механизированной бригады плановые занятия по огневой подготовке, боевые стрельбы, взводов, ротные, батальонные и бригадные тактические учения с боевой стрельбой принесли свои результаты. БТР-82А представляет собой глубокую модернизацию бронетранспортера БТР-80. Особенностью боевой машины от предыдущих образцов является повышенная живучесть, проходимость, надежность и увеличенный ресурс эксплуатации. Бронетранспортер оборудован противоосколочной защитой и противоаккумулятивным экраном. На БТР-82А установлены скорострельная автоматическая пушка калибра 30 мм и спаренный пулемет калибра 7,62, оснащенный системой стабилизации в двух плоскостях. Это позволяет вести стрельбу с большой точностью и эффективностью. По заключению экспертов, коэффициент боевой эффективности БТР-82А возрос вдвое по сравнению с БТР-80. Вашему вниманию представляются действия разведывательно-штурмовых рот специального назначения на бронированных колесных машинах «Орлан». Под прикрытием огня танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров, используя результаты их огневого поражения, в целях уничтожения вновь обнаруженных групп незаконного вооруженного формирования, вводятся в бой две разведывательно-штурмовые роты специального назначения на автомобилях «Орлан». Справа и слева вы наблюдаете выдвижение в колоннах разведывательно-штурмовых рот специального назначения. Достигнув огневого рубежа, бронированные колесные машины развертываются в боевую линию и ведут огонь из 12,7 мм пулеметов «Утес» по выявленному противнику сходу. Для наглядности, мишени, имитирующие объекты незаконного вооруженного формирования, выкрашены в черный цвет. Бронированная колесная машина «Орлан» принята на вооружение в 2016 году разведывательными частями сухопутных войск. Производство бронированных колесных машин «Орлан» осуществляется в Республике Казахстан. «Орлан» способен выполнять боевые задачи в любых условиях современного боя. Основная ее задача – проведение специальных разведывательных операций, участие в сопровождении транспортных колонн, патрулирование территорий по различным видам дорог и бездорожью. Автомобиль «Орлан» оборудован производимым в Казахстане стабилизированным дистанционно управляемым модулем САРФ калибра 12,7 мм. С его помощью можно вести удаленный огонь по цели. При необходимости может быть установлен иной вид вооружения, в том числе минометная установка и система ПТУР. Метким огнем цели уничтожены. Разведчики Семейского разведывательно-боевого полка показали мастер-класс ведения огня из крупнокалиберных пулеметов сходу. Отличные ходовые характеристики «Орлана» позволяют ему уверенно преодолевать трудные участки пересеченной и горной местности. Корпус «Орлана» полностью стальной и обеспечивает защиту от легкого стрелкового оружия, артиллерийских осколков, противопехотных и противотанковых мин и самодельных взрывных устройств. Бронированное остекление обеспечивает хорошую видимость и имеет электрическую систему предотвращения обледенения. В целях создания благоприятных условий для дальнейших действий подразделений блокирования, командующий группировкой сил специальных операций принимает решение на применение аэромобильного десанта. Необходимо отметить, что аэромобильная рота специального назначения имеется в каждом разведывательно-боевом полку.
Слева от вас вы наблюдаете подлет к району десантирования боевого транспортного вертолета Ми-17. Многоцелевой вертолет является модернизированной версией знаменитого Ми-8. Высокие летно-технические характеристики, надежность, возможность применения в широком диапазоне условий и температур – вот те качества, которые позволили завоевать доверие военных летчиков. В целях обеспечения высадки основных сил групп специального назначения первыми осуществляет высадку расчеты миномета 2Б-24 «Дева» калибра 82 мм и крупнокалиберного 12,7 мм пулемета НСВП. Минометные расчеты молниеносно занимают огневые позиции в готовности открыть огонь по противнику. Одновременно пулеметный расчет, заняв огневую позицию, открывает огонь по противнику на подавление, надежно прикрывая своих боевых товарищей от ответного огня боевиков, выигрывая драгоценное время, необходимое для подготовки миномета к бою. Тактико-технические характеристики крупнокалиберного пулемета НСВП позволяют вести прицельный огонь по противнику, не подпуская его на дистанцию эффективной стрельбы автомата. Дальность стрельбы до 2 километров вместе со специальным прицелом сделали пулемет эффективным средством противодействия снайперам противника, что особенно актуально для современных вооруженных конфликтов. Основной его особенностью является возможность решать задачи по уничтожению огневых точек легкобронированной техники противника, цели которых находятся за мелкими укрытиями на дистанции до 1000 метров. Совершая полет на предельно малой высоте, пилоты винтокрылых машин Хью-2 и ЕС-145 с группами специального назначения на борту приземляются на указанную площадку десантирования. Вашему вниманию представляется одновременная высадка групп специального назначения двумя различными способами. Посадочным способом задачей уничтожения передового охранения незаконного вооруженного формирования производится высадка групп специального назначения с вертолетов Хью-2 и ЕС-145 под командованием подполковника Нуржана Айдарханова. В целях наращивания усилий воздушно-штурмовых групп парой вертолетов Ми-17 производится высадка подразделения специального назначения по ФАЛу. Данный способ применяется при невозможности произвести посадку на площадку, а также для высадки десанта на здания и сооружения и требует от спецназовцев превосходной физической подготовки и выдержки. Для успешного, быстрого и безопасного десантирования необходимо четкое взаимодействие десанта и экипажа вертолетов, что достигается многочисленными совместными тренировками. Используя фактор внезапности, группы специального назначения стремительным броском, ведя огонь сходу из коротких остановок, захватывают позиции, брошенные отрядами передового охранения незаконного вооруженного формирования, и ведут огонь на подавление дальнобойных огневых средств боевиков. Уничтожают непосредственное охранение базы, их огневые средства и командный состав боевиков, обеспечивая выдвижение групп блокирования. Отходящие с позиции боевики поражаются огнем 82 миллиметрового миномета «Дева» и пулемета НСВП. Снайперские пары, прикрывая друг друга огнем из высокоточных снайперских винтовок УСВ-96 «Исако», уничтожают непосредственное охранение базы незаконного вооруженного формирования и его огневые средства. Цели снайперов, для наглядности обозначенные воздушными шарами белого цвета, поражены на 100%. И это неудивительно, ведь среди них победители конкурса «Снайперский рубеж», проведенного в рамках международных военных игр «Армии-2017» на территории Республики Казахстан. Справа и слева вы наблюдаете выдвижение разведывательно-поисковых групп на мотовездеходах. Целью разведчиков является проведение доразведки противника, выявление расположения сил и огневых средств. Обнаруженные мелкие разрозненные группы боевиков уничтожаются разведчиками самостоятельно сходу. Координаты крупных отрядов, сумевших перейти к организованной обороне, обладающих наиболее опасными дальнобойными огневыми средствами, бронеобъектов противника, передаются на пункт управления разведывательно-ударного комплекса, специально подготовленными артиллерийскими и авиационными наводчиками. Также силами разведывательно-поисковых групп возможно ведение сковывающих действий. Обладая высокой маневренностью, разведчики могут наносить по противнику внезапные удары. Вы наблюдаете, как на указанный огневой рубеж выдвигается рота огневой поддержки, в задачу которой входит обеспечить развертывание основных подразделений сил специальных операций. На вооружении роты состоят автоматические 82 миллиметровые минометы «Василек» и зенитные установки ЗУ-23-2 на автомобилях высокой проходимости КАМАЗ.
Огневое обеспечение выдвижения и развертывания подразделений сил специальных операций осуществляется с целью ослабления воздействия средств поражения противника под выдвигающимся подразделением. В этот период поражаются наиболее опасные дальнобойные огневые средства противника. Опыт современных локальных войн показывает, что зенитная установка 3У-23-2 калибра 82 мм и автоматический миномет «Василек» наиболее оптимально подходят для выполнения этой тактической задачи. Под прикрытием огня роты огневой поддержки для уничтожения отходящих групп противника и дальнейшего окружения базы незаконного вооруженного формирования выдвигаются и развертываются в боевую линию подразделения блокирования. Вашему вниманию представляется тактический прием подразделений специального назначения на автомобилях высокой проходимости Toyota Pickup с установленными на них 14,5 мм зенитными пулеметами и 12,7 мм пулеметами «Утес» под командованием старшего лейтенанта Мухтара Бекжана. Двигаясь в походной колонне, выбрав выгодный для ведения огня участок местности, две роты специального назначения одновременно по единой команде разворачиваются на 180 градусов и мгновенно открывают огонь из зенитных крупнокалиберных пулеметов, тем самым создавая зону сплошного губительного для противника огня. Тактика, перенятая у самих же боевиков по принципу «бей врага его же оружием». Преимущество данного тактического приема заключается в том, что в любой момент, в случае резкого изменения обстановки, есть возможность незамедлительно выйти из зоны эффективного огня противника. В состав подразделений блокирования также входят группы специального назначения на мотовездеходах с прицепами, выдвижение которых вы наблюдаете в данный момент. На прицепах мотовездеходов установлены 30-мм автоматические гранаты АГС-17, 12,7 мм пулеметы «Утес», комплексы противотанковых управляемых ракет и минометы. По опыту проведения специальных операций целесообразно на труднодоступные участки для действий подразделений на боевой технике использовать авто- и мототехнику высокой проходимости типа квадроциклов и багги. Автоматический гранатомет АГС-17 зарекомендовал себя как простое и надежное тяжелое вооружение специальных подразделений. Рота специального назначения на боевых машинах высокой проходимости «Хаммер», вооруженных пулеметами ПКМ калибра 7,62 мм, выдвигаются по колонным путям и занимает позиции в боевых порядках подразделений блокирования в готовности к выполнению задач по окружению, огневому поражению и уничтожению остатков незаконного вооруженного формирования. Принятый на вооружение более чем в 30 странах мира, армейский внедорожник «Хаммер» впечатляет своими техническими характеристиками. Автомобиль обладает высокой проходимостью, пригоден к транспортировке по воздуху и десантированию парашютным способом, что актуально для сил специальных операций, отличающихся мобильностью и потенциальной возможностью боевого применения в различных регионах, как внутри страны, так и за ее пределами. Подразделения блокирования с указанного рубежа сходу ведут массированный огонь всеми имеющимися средствами по живой силе и огневым средством незаконного вооруженного формирования, надежно перекрывая пути возможного отступления противника, завершают его окружение и последующее уничтожение. Вы наблюдаете ведение огня подразделениями блокирования и роты огневой поддержки. Районы расположения уцелевших групп боевиков, условно обозначенные кругами с цифрами 1 и 3, подвергаются обстрелу минометными и зенитными подразделениями роты огневой поддержки. Цели поражены. Уничтожены последние очаги организованного сопротивления незаконного вооруженного формирования. Уважаемые зрители, в небе вашему вниманию представлено десантирование парашютным способом группы целеуказания и наведения авиации Центра парашютной подготовки военно-воздушных сил с военно-транспортного самолета Си-295. Десантирование осуществляется на управляемых, планирующих парашютах типа «Крыло» с высоты 800 метров. В задачу воздушного десанта входит введение целеуказания ударной авиации. Для выполнения этой задачи в оснащение групп включаются десантируемые комплексы лазерной подсветки цели. В 2017 году парашютисты сил специальных операций военно-воздушных сил овладели навыками ночного десантирования с больших высот, используя кислородное оборудование. Военно-транспортный самолет Си-295. При разработке самолета компанией-производителем учитывалось такое требование, как возможность осуществлять взлет и посадку на искусственную и грунтовую укороченную взлетно-посадочную полосу. Мен қазақ пінәні, Қазақстан қарулы күштерінде жауынгерлердің рухын оятар, ән ретінде кеңінен танымал.
Бұл әнді жауынгерлер сапта, марштар мен жорықтарда, демалыс уақыттарында орындайды. Әскери бөлімдердегі көркемөнерпаздар ұйымымен әскери оркестрлер бұл әнді өз репертуарларына қосқан. Басқа музыкалық шығармалардан ерекшелігі, бұл ән азаматтардың патриоттық сезімдерін оятып, көкейлеріне, өз халқына, өз еліне деген сүйіспеншілік ұялатады. Сейчас вы услышите песню «Мен Казахпан», которая приобрела необычайную популярность в вооруженных силах Республики Казахстан. Ее исполняют в качестве строевой песни, поют на пеших маршах и на привалах. Коллективы художественной самодеятельности и военные оркестры включили песню «Мен Казахпан» в свой репертуар. Как никакое другое музыкальное произведение, оно отражает чувство патриотизма казахстанских воинов и гордости за свой народ, свою страну. Алға Қазақстан! Бұл ұран жауынгерлердің ұлы отанымызға деген мақтаныш сезімін көрсетеді. Және қарулы күштердің барлық әскери қызметшілерінің тәуелсіз еліміздің жан-жақты дамуы мен гүлденуіне қосқан үлестері мен қолдауларын білдіреді. В небе победным фейерверком распустилась воздушная фигура «Тюльпан», оставленная тепловыми ловушками самолетов пилотажной группы «Жетысу Барысы» под руководством командира авиационной базы полковника Аскара Избасова. Военные летчики сил воздушной обороны приветствуют гостей праздника. После ликвидации очагов сопротивления воины-спецназовцы водружают в освобожденном от экстремистов населенном пункте государственный флаг. Незаконное вооруженное формирование, посягнувшее на территориальную целостность независимого государства, уничтожено.
Құрметті отандастар, отан қорғаушы күні мемлекеттік мерекесіне арналған жауынгерлік парад аяқталды. Сіздерді отан қорғаушы күні мерекесімен құттықтаймыз. Қазақстан қарулы күштерінің даңқы арта берсін. Сүйікті отанымыз, тәуелсіз Қазақстанның мәртебесі асқақтай берсін. Уважаемые зрители, боевой парад, посвященный государственному празднику, завершен. Дорогие соотечественники, воины вооруженных сил гордятся службой в казахстанской армии, созданной президентом, верховным главнокомандующим, и сердечно поздравляют вас с Днем Защитника Отечества.